Тут момент, опять же, вот то, что я пытаюсь донести. То есть вопрос же не в Порошенко, да, то есть вопрос в том, что на данный момент он олицетворяет все то, что хорошее, да, происходило там в 2014-2015 году. Как бы судят за что. Да, и вот тут опять же, то есть тут вот уже как-то вызывает улыбку, да, потому что я понимаю, что в то же время, то есть Зеленский делает ему львиную, ну, не львиную услугу себе самому, да, потому что преследуя Зеленского, Порошенко, он создает из него опять же ту точку притяжения для всех там патриотических сил. Ну, так как фигур немного, действительно Да. масштабных, То да. есть, и даже те люди, которые там в свое время, то есть, относились критично, то есть как и я, да, то есть Ну, я, тем они не по менее, идее как бы уже начинают. то есть ты вынужден, то есть тебя просто толкают это, я говорю, то есть благодаря... Если этого судят ни за что, то почему меня не будут судить ни за что? Вот, Почему вот, то, что вот. мы сделали, не будут судить? Вот, благодаря этому преследованию, опять же, вокруг Порошенко формируется достаточно хорошее ядро патриотических сил. То есть вот тут у меня вопрос исключительно к Петру Алексеевичу, да, сможет ли он это понять, что вопрос не в его личности как таковой, и не то, что он стал там гениальным и То есть не хорошим. вокруг него объединяются, Абсолютно а вокруг верно, идеи. да. А да. вопрос в том, что надо сохранить страну, да. То есть если на данный момент он мог бы послужить точкой консолидации для патриотических сил, потому что сейчас все настроены на него, опять же. Но если это, опять же, сыграет его эго, и он вдруг почувствует, что я мессия, Тоже может быть. потому что я иногда читаю, вот при всем уважении там, к Аркадию Бабченко, да, сегодня то, что он там написал, честно говоря, опять же, это история про сивочолого гетьмана, да, там вот это гетьман, которого ждала Украина 300 лет. Too much. Смотри, с чем сравнивать? Вот, так вот, Да? да. Вот если начать сравнивать так трезво, да, ведь всегда в таких критических моментах Украину кто-то предавал внутри. Да. Возвращаясь к тому, с чего начали. Друг друга грызли, да, потом в итоге приходили русские и наводили свои порядки. Да. Да? Но это вот при Порошенко, объективно говоря, этого не случилось.